Калі я чытаў інфармацыю пра вашу рэспубліканскую партыю, то паўсюль ідзе пра тое, што нават можна сказаць больш там пра лукашэнкаўская партыя. Ну, мне кажется, все-таки в большинстве своем мнение такое сложилось, наверное, из-за предыдущей тишины. Ёсць тыя партыі, якія нібыта апазіцыйныя, но сапраўдныя апозіцыянеры іх апозіцыйнымі не лічаць, а ёсць праўладныя. И центристская партия, и оппозиционная. То есть центристско-оппозиционная. Конечно. Ну, не обязательно работать по западным методичкам, скорее сфоткаться в соцсети, все, мы сделали, вот отлично, супер. Ну, это же неправильно. Там склоки, там деньги, гранты, еще что-то там делят, непонятно, выдвигают, не выдвигают, ну, занимаются ерундой. Вы сказали ў адным са сваіх інтэрв'ю, што ў рэспубліканскую партыю, якая апозіцыйная, а не праўладная, па вашых словах, вы прыйшлі год таму. Не год таму. На пачатку году. На пачатку года. Як вы ўвогуле, калі вы планавалі, што а дай-ка я сябе паспрабую на партыйным будаўніцтве, як вы выбіралі партыю? Як вы ўвогуле даведаліся пра рэспубліканскую партыю, пра якую ўжо ніхто даўно не ведае і не чуе? Ну, во-первых, мы познакомились с членом вот Минской городской организации партии, это Шумиловым. Мы с ним познакомились на Минском диалоге. Познакомились, поговорили, я узнал о их деятельности, чем они занимаются, как они работают, ну и понял, что это мое. Про іх дзейнасць. Вот тут вы мяне вельмі здзівілі. Якая дзейнасць? Люди просто выполняют свою работу. Якая праца? Вот, у чым партыйная праца? И работает в том числе и с населением. Партия живая, внутри есть люди, просто что они не вставляют никаких особо там политических требований, в чем-то власть поддерживают, в чем-то кто-то не хочет быть активным, там идти участвовать в выборах, ну, то есть все равно деятельность идет, принимают какие-то решения, участвует, вот, сам Шумилов состоит в Координационном совете политических партий и общественных объединений, там тоже постоянно проходят собрания, они определяют стратегию и проведения выборов, и участия в наблюдении, и всего остального. То есть, в общем, как они будут координироваться, все организации, которые туда входят. То есть, все равно работа ведется во всем. Где-то в экономике разрабатывается программа, какие-то предложения они делают, имея определенные полномочия, имея определенный авторитет, в том числе и председатель наш Белозор Владимир Яковлевич, тоже имея определенные полномочия, ходит и встречается и с министрами, и предлагает свои определенные продвижения. Просто каждый в своей области. Кто-то состоит еще от дополнительного общественного объединения, там, допустим, врачей, там, ветеранов Афгана. И в каждой области что-то где-то делается, движется. Ну, але пагадзіцеся, партыя, пра яе, я разумею, партыйная праца, там яшчэ можам дабавіць сюды пра тое, што там, ведаеце, там грошы любяць цішыню, так можа і партыйная праца любіць цішыню таксама. Але тым не менш, калі ты хочаш быць вядомым сярод звычайных людзей, каб яны потым цябе падтрымлівалі на тых жа самых выбарах, пра гэтую партыйную працу людзі павінны ведаць. Во-первых, за предыдущий период, ну, я не могу сказать конкретно каждые их шаги, что они предпринимали и делали, мы разговариваем в общем. То есть, ну, работа шла по определенным моментам, знаю, по каким шла. Я могу сказать, что отчитываться партии не перед кем. Мы отчитываемся перед теми, кто нас финансирует. А финансирует нас кто? Члены партии. Поэтому все члены партии в курсе того, что мы делаем. Если бы они хотели, чтобы мы делали что-то большее, от нас просили, если бы к нам поступали какие-то обращения, то есть, ну, то, что поступает, то мы исполняем. То есть поступило обращение по такому-то вопросу, мы взяли, написали куда-то. Ну, не обязательно работать по западным методичкам, скорее сфоткаться в соцсети, все, мы сделали, вот отлично, супер. Ну, это же неправильно. Это просто поднимать шумиху, раздувать там из мухи слона. Зачем? Это обычная стандартная работа. Зачем они афишировать, там, созывать лишний раз журналистов, если главная цель партии просто помочь людям? А в первую очередь ее членам, потому что если члены партии в ней состоят, они на нее рассчитывают. Платят членские взносы, там мало-мальски. Кто-то платит, кто-то освобожден. Ну, то есть, но тем не менее поддерживают жизнедеятельность партии именно для того, чтобы она могла решить какие-то вопросы. В первую очередь по обращениям. И, опять же, в первую очередь членов партии. Почему я и выступаю за то, что более широко люди должны вступать в партию. То есть надо зарождать партийную культуру, потому что партия должна участвовать
в общем жизни общества. Не только там какие-то... Вот я про это и говорю. А зараз у меня складывается уражение, что партия працуе дзеля того, кто... То есть дзеля партии. Вот кто сябра партии, дзеля тебе и працуем. А вот кто побач, вот я не сябра партии, но мне цікаво, а мы тебе не скажем, потому что ты не сябра партии. Ну, у взаимодействия со СМИ там были определенные проблемы. То есть, ну, чуть-чуть другие взгляды. Люди все-таки более старшего поколения. Ну, им, в принципе, не до этого. Они не привыкли еще, как скажем, с советского времени там обо всем кричать. Делали свою работу и делали. Это был предыдущий период. Сейчас... То есть в сентябре проходил съезд, меня избрали членом Центрального правления. Я там до этого озвучил свою концепцию, свое видение развития партии, то есть как партия будет развиваться. Ну и, естественно, съезд меня поддержал, избрали, дали определенное, так скажем, карт-бланш на действия. И вот будем уже, я думаю, в ближайшее время, может быть, там... С декабря, с января более активно начинает распространять информацию о партии. Сейчас проведем избирательную кампанию уже как есть. То есть, что имеем, то имеем. Вы на пачатку года пришли ў партыю, прайшло некалькі месяцаў, і вы сталі сябрам цэнтральнага апарата. Іншы бы сказаў, ну, асабліва, калі б это было нармальнае палітычнае жыццё ў краіне, то б сказалі: якая ашаламляльная кар'ера. Як дабіцца такой кар'еры? Ці проста не было з каго выбіраць? Ну, чаму не было? Было з каго выбраць, але я, после того, как я предложил свою программу развития партии, меня поддержал съезд единогласно. Это 42 делегата. Ну, они поддержали. Они могли и высказать свое недоверие. Ну, если им понравилась моя концепция развития... А колькі концепций развития было параллельно с вашей представлено? 3. 3. Параллельно с моей было представлено конкуренция 3. была. Но у нас, в общем, центральное правление обновлялось. Еще несколько человек были доизбраны. Ну, поэтому здесь работа идет. И не то, чтобы там карьера прямо. Эта должность даже не приносит никаких дивидендов. Она забирает только свободное время. И еще иногда и в рабочее время залазит и забирает его. Я ведаю з ваших слов в одном интервью, что для того, каб нормально утрымліваць сям'ю, вы працуеце на 2 працах. Навошта вам, працуючы на 2 працах, яшчэ і гэта партыйная праца, якая ніякім чынам не аплачваецца? Я еще с молодости, там в комментариях я много читал, там говорят, ну, разное пишут, поэтому тоже хотел бы определить, что еще в молодости были моменты, то есть еще там в 16-18 лет меня привлекала партийная деятельность. В 18 я уже пытался участвовать в парламентских выборах. То есть это 2008 год. Потом были президентские. Я знаю многих руководителей политических партий, там, общественных объединений, лично с ними знаком. То есть я их изучал своеобразно. Потом я избрал путь, я понял, что политика – это мое. Но мое в каком плане? В том плане, что в любом случае... Есть, так скажем, одна небольшая проблема, при которой меня даже жена не поддерживает, она это в упрек мне все время ставит. Она говорит: нельзя думать о других. Какая тебе разница, что с ним будет? Она у меня такая более эгоистичная, а я наоборот готов более как-то для людей. Если я вижу проблему, я готов ее решать. Но не всегда для этого есть полномочия. Вот у меня было тогда тоже и бизнес свой был. Я не занимался политикой, я занимался строительным бизнесом. Ну, то есть начинал. Все вроде бы хорошо, но потом кризис. Денег нет, деньги не отдали, люди сидят без зарплаты. Они мне об этом говорят, я не знаю, что делать. Я, естественно, выхожу с плакатом, там, с каким-нибудь громким: «Отдайте заработанное, хочу есть». Было такое. И 1,5 дня местная власть решила вопрос. Ну, то есть это просто как пример. Я понимаю, что в любом случае бизнес, обычная жизнь, она идет, но и параллельно идет политика. То есть в любом случае, скажем, простой фразой, не помню, кто сам сказал: если ты не занимаешься политикой, то она занимается тобой. Але мне все одно не зразумела у такім выпадку, чаму для того, каб вот вы ведаючы, што з дапамогай палітыкі можна вырашыць пэўныя пытанні, з дапамогай палітычнай структуры, часткай якой ты становішся, вырашаць гэтыя пытанні, чаму вы ўсё ж таки выбралі рэспубліканскую партыю, калі, да прыкладу, ёсць іншыя партыі, якія там больш на слуху, больш неяк актыўнічаюць? Чаму яна? Якія, напрыклад?
Ну, хай сабе тая ж самая аб'яднаная грамадзянская партыя, там партыя «Справядлівы свет», нават партыя камуністаў Беларусі. Коммунистические взгляды. Белая Русь, у рэшце рэшт. Коммунистические взгляды мне в принципе не подходят. Что касается ОГП, они там вечно, вот вся в принципе та оппозиция, ну, я их называю искренней псевдооппозицией. Именно псевдооппозиция, потому что они между собой там склоки, там деньги, гранты, еще что-то там делят, непонятно, выдвигают, не выдвигают, ну, занимаются ерундой. Вот любое слово раздувает из мухи слона. Конкретных действий нету. Они не хотят работать с действующей властью, то есть с нашим президентом, и вообще не выдвигают ничего, не предлагают такого конкретного, конструктивного. Для них, можно сказать, западло работать, как они говорят, с режимом. Ну, это мое видение, поэтому они меня не привлекают. Ни одна политическая структура, которая, как вы говорите, активная, маломальски. Коммунистические взгляды мне не интересны, а те, которые считают себя там, демократической оппозицией, либо какой, они мне тоже не интересны, потому что они не умеют конструктивно работать. І тут вы знаёміцеся з прадстаўніком рэспубліканскай партыі, які зацікавіў вас расказам пра тое, якія канкрэтныя дзеянні робіць рэспубліканская партыя. Якія? Менавіта так. Якія? Вот чым, вот, якое дзеянне вам расказанае партыі вас пераканала, што да, гэта партыя моя? Это конкретно действие человека, который является заместителем председателя, опять же, он состоит в союзе общества докторов, то есть там определенные законопроекты они продвигают, то есть они заботятся и о том, как развивается наша медицина, их путь развития, в том числе их методика здравосозидательная. То есть, если вы в курсе, не в курсе, можете почитать Шумилов, вот автор здравосозидательной, так скажем, идеологии. У них, в принципе, девиз «Единство, созидание, прогресс». Он меня устраивает и подходит мне по моим внутренним убеждениям. Я не могу сказать там прямо вот сейчас, ну, я просто не хочу ошибиться, сказать, в чем они там конкретно что-то приняли. Ну, в каких, потому что я не сказал, я видел там, мы побыли там. Он человек довольно-таки активный, уважаемый, с определенным влиянием, ну, поэтому оспаривать то, что они ничего не делают, ну, здесь было бы. Просто каждый занимается в своей сфере. Он в медицине, значит в медицине. В союзе офицеров, там, по-моему, Афгана, значит он там занимается чем-то, что-то делает. Белозор Владимир Яковлевич занимается преподавательской деятельностью, все, что остается, он отдает тоже партии. То есть, ну, остальное время он занимается деятельностью, то есть как глава партии, развитием, пускай малозаметным, но оно идет. Не обязательно ведь, ну, вы сами понимаете, насколько сегодня люди не доверяют партиям. Вот слышат партийная деятельность и все, и не доверяют. Ну, у меня среди моих знакомых много такие, а с приходом в эту партию все меня, в принципе, поддержали. Никто не сказал, зря ты туда пошел, она же там считается какой-то мертвой, провластной. Есть определенное высказывание где-то, но среди моего круга, моих друзей, товарищей, никто не сказал, что зря. Они сказали, правильно. Надо заниматься развитием партии. Ну, я не ведаю, значит, и Википедия помыляется, якая лічыць, что партия мертвая, так и написано. И я думаю, что Минюст таксама помыляется, які, здаецца, у 2004 годзе выносіў партии папярэджанне за тое, что яна ніякім чынам не актыўная и не дае ў Минюст справаздачы. Там было не поэтому они вынесли один день. Владимир Яковлевич Белозор, председатель, говорит, ну, сделали шумиху тоже на ровном месте, раздули, потому что один день, ну, опоздали. На один день просто опоздали. Подхватили СМИ быстренько, все, партия там мертвая, и т.п. и т.д. У человека, может, были дела определенные. Об этом говорил Владимир Яковлевич лично мне. Я уточнял, почему так было. Ну, значится, партия живая, нягледзячы на тое, што апроч таго, што на... Живая, але небачная. Живая і небачная, да такой ступені небачная, што яна... Але небачная. Калі на папярэдніх выбарчых кампаніях яна хаця бы сваіх сябраў у выбарчыя камісіі прадстаўляла, то потым быў перыяд, калі не тое, што дэпутатаў, кандыдатаў у дэпутаты, але нават сябраў у выбарчыя камісіі не выстаўляла. Зараз пачаўся новы перыяд у партыі. Зараз пачаўся новы. Мы вылучылі 172 сябра прадстаўніка ў участковой избирательной комиссии, 160 включили,
и это результат. Хотя изначально мы, там списки у нас были чуть другие, больше планировали. Там в регионах где-то не донесли. Но в Минске все участки, где идут наши кандидаты, все участки закрыты нашими представителями. То есть наши голоса будут считать наши люди. Ведаеце, колькі часу таму кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко нечакана заявіў пра тое, што ўсё ж такі з партыямі у нас нешта не тое адбываецца, трэба, каб яны былі больш актыўныя, увогуле партыйнае будаўніцтва зайшла размову зверху, і нечакана выйшла на свет рэспубліканская партыя. Нехта скажа, ведаеце, як мем такі, з супадзеннем? Не думаю, да. Нет, здесь не в том дело. Я думаю, действительно, это совпадение. Просто все в жизни происходит случайно. Да. Мы любим такие выпадковости. Якая партийная программа вашим голосом зараз огучивается? Наша партийная программа, это, я могу сказать в двух словах. Экономика и социалка. Все. Для нас важно экономическое развитие, потому что жизнь идет каждый день. Нам важно развивать экономику. Это и повышение производительности труда, и, естественно, от чего потом растет и ВВП, это и повышение, мы предлагаем в особенности, это углубленную переработку сельскохозяйственной продукции. То есть для нас это важно. Потому что чем больше рабочих мест будет в регионах, тем лучше будет молодежь, может быть. Я бы сам, может быть, поехал в регион, если бы там были рабочие места. Там нет рабочих мест. Я не смогу обеспечить себе уровень жизни. Поэтому я сужу как обычный человек и понимаю, почему молодежь сейчас вся едет обратно в столицу, то есть из регионов. Урбанизация, так скажем. И социалка. То есть многие люди сегодня у нас, по-моему, 3500 человек из-за того, что тогда были чьи-то ошибки, либо они не платили какие-то налоги, считали, что не стоит платить. Сегодня они вышли на пенсию и ее не могут получать. То есть возраст подошел, а получить не могут. Потому что они заранее, уже сегодня нужно думать о том, что будет завтра. А потом все обижаются, государство виновато, государство нас обидело, не дало пенсию, либо дало маленькую. А что вы сделали для государства? Для того, чтобы оно дало вам эту пенсию. Поэтому у нас такой подход, мы больше люди государственные. Государство и человек это должны у нас, по крайней мере, в стране, я считаю, отношения между государством и человеком должны выйти на новый уровень. Чтобы было больше доверия. Доверие между двумя, так скажем, которые должны быть единым целым. Потому что если мы начнем с доверия, объединимся именно в этом государстве, то мы увидим уже результаты в ближайшие 5-10 лет. Давер гэта вельмі складаная, конечно, штука. Тым не менш, у мяне такое складываецца ўражанне, што вы не задаволены эканамічнай палітыкай, якую абраў для нашай краіны кіраўнік дзяржавы Александр Лукашенко, і той сацыяльнай палітыкай, якую таксама ён абвесціў, сцвярджаючы, што у нас сацыяльна арыентаваная дзяржава. Таким чынам, логичный ланцужок протягнуть, то можно сказать, что вы недовольны Александром Григоровичем. Не, а хто каже, что хтосьці кімсьці довольны? З чего вы это взяли? Тут нет разницы, то есть доволен я, недоволен. Он глава государства. Я просто могу оценить те либо иные действия, учитывая, как я, можно сказать, тоже в партии, то есть занимаюсь какой-то политической деятельностью. Для меня важно, он сказал то, я оценил, правильно он сказал, неправильно, то есть с моей точки зрения. По факту вижу это, значит, нужно выяснить, то есть результат вижу другой, выяснить причину. А причину я вижу либо в человеке, либо на местах во власти. В человеке с великой литеры, то есть тем человеком? Нет. Проблема в человеке, который... я приводил конкретный пример, допустим, по пенсионному обеспечению. Если я сегодня буду считать, не стоит платить налоги, а завтра буду что-то требовать. Решение президента, допустим, было поднять пенсионный возраст. И не пенсионный возраст, а и пенсионный возраст, в принципе. Кто-то попал в какую-то пенсионную ловушку. Попали, и не хватило пенсионного стажа. Сегодня она без пенсии. Она винит именно президента, а я виню ее. В первую очередь. Потому что тогда она выбрала путь, она либо он, то есть именно человек, выбрал путь не платить налоги, не работать официально, заниматься чем-то другим. Да, есть какие-то моменты, кто-то ухаживал за кем-то, то есть эти неучтенные, но это случаи индивидуальные, с ними надо разбираться, их надо регулировать.
Поэтому здесь важно понимать, что есть решение, и это хорошо. Я считаю, что хорошо, что есть такой инструмент, как указ. То есть указ подписал, дал задание, сферу нужно регулировать, определенную. Но не исполняется дальше. И о поддержке предпринимательства у нас были различные там указы, не помню какой год, по-моему, там 12 или 14, но они не работали на местах. Я был тогда в регионе, там и на сайте, когда на сайт администрации заходишь, пусто. То есть исполнение на местах нулевое. Недавно, по-моему, буквально недавно президент сказал, говорит, сядут на место, получат должность, клешнями прирастут, как-то так там вот в этом плане, и шевелиться не хотят. Вот в этом есть проблема. Разве не так? Вот я считаю, в этом и есть проблема. Клешнями приросли и шевелиться не хотят. То есть цар добрый, бояри дрэнныя. Я не кажу, что цар добрый, бояри дрэнныя. Я не разглядаю это зусім с этой точки, с этой стороны, так скажем. То есть с такой точки зрения не смотрю добрый, плохой. Я говорю, я могу оценить. Пытанне мовы, нацыянальнай сімволікі, адраджэння культуры, беларусізацыі для рэспубліканскай партыі для вас асабіста маюць значэнне? Что значит маюць значэнне? Конечно, маюць. Яны павінны ісці, але ісці шляхам непрымусовым, то есть павольна так, более плавно. То есть, если человек захочет, он к этому вернется. Приоритет у республиканской партии, в принципе, на экономику и социалку. И я для себя лично не ставлю никаких там вопросов с флагом. Меня устраивает красно-зеленый флаг, я под ним вырос. Под бело-красно-белым, кто нас знает. Беларусь во всем мире знают под красно-зеленым флагом. Фактически. Что касается культуры, культура наша у нас есть, она никуда не деется. Она есть, на каком языке говорим, это же не имеет никакого значения. Главное, что мы понимаем друг друга. Вот я разговариваю на русском, вы на белорусской мове, и мы разумеем друг друга. Что касается... Вопрос там был еще... Беларусізацыя. Беларусізацыя. Павольная беларусізацыя. Калі трэба больш прапіхваць, можа, літаратуры беларускай, то есть больше выдаваць кніг, трэба больш, можа, у школе ўводзіць заняткаў на беларускай мове. Але гэта павінна быць павольна. Не скажу, таму што гэта пытанне мяне менш всяго непакоіць зараз. Сыходзячы з таго, што прыярытэце гэта эканоміка і сацыялка, значыцца вас больш непакоіць поўны халадзільнік. Мабыць, так. Холодильник важнее, и он для каждого белоруса важнее. Почему? Потому что, когда, опять же объясню, у человека есть на столе еда, он не думает о еде. Или вы думаете, когда у него пустой стол, вот как у нас сейчас, допустим, пустой стол, человек думает о том, я же повинен размовлять только на белорусской мове, а где же мне на стол, дайте я флаг поставлю красно-белый. Зачем это ему? Ему надо в первую очередь покормить себя, вернее, покормить детей, потом покормить себя, и... А потом жонцы, что засталося. Да, жонцы, что засталося. И после этого он начнет думать уже о том, то есть у него не то, что полный живот, то есть он сыт, у него есть там автомобиль, есть жилье, он не думает, что как мне заработать там вторая, третья работа, когда экономика работает нормально. Он начнет думать о том, что действительно, я же белорус, может мне прочитать что-нибудь белорусское, это раз, сегодня то белорусское понравилось, второе, потом почнеть размовлять на белорусской мове, то есть, все прийде само собой. Без этого никуда. Пытанне незалежнасці і суверэнітэту, наколькі яно на сённяшні дзень з эканамічнага пункту гледжання, палітычнага, падаецца вам важным, і як у гэтай сувязі вы ставіцеся да праекту па паглыбленні інтэграцыі з Расіяй? З гэтым праектам мы не знаёмы, яго ж няма. Ён яшчэ распрацоўваецца. Але суверэнітэт Беларусі павінен быць, мы павінны быць незалежнай краінай. Гэта однозначно, и Александр Григорьевич об этом постоянно говорит. То есть, и в принципе нет оснований полагать, что там, как сейчас начали раздувать, что нас поглотит Россия. Вы никогда не ставили себе по-другому вопрос? Может быть, Путин боится интеграции? По факту. Потому что вы же понимаете, что Александр Григорьевич человек... Потому что мы их белорусизуем усіх там. Да. Они понимают, что белорус придет в Россию, наведет везде порядок, а им это не надо.
Беларусь, то есть, по факту, при проведении в России на данный момент, при там, условном каком-то там объединении, там, избрании каких-то органов, проведении честных и справедливых выборов на территории двух стран, по факту, вы думаете, что у Путина там есть поддержка? По-моему, там российское телевидение сейчас работает только на то, чтобы понижать и понижать и понижать рейтинг нашего президента по максимуму. Вся их русская экспансия и русский мир просто будут закатаны белорусским порядком. Белорусским порядком закатаем обязательно. Если будут такие возможности, что там будут какие-то объединения. Мы за суверенитет. Мы же заняли все-таки свое место в мире, в центре Европы. Мы дружим и с теми, и с теми. И россияне все равно, как у меня есть родственники в России, их довольно-таки много. И хорошо, что сегодня, там, правда, договориться не могут, но ведутся разговоры о том, что все-таки когда-то отменят роуминг. И на Западе есть у меня там тоже какие-то друзья, знакомые. И визы туда будут дешевле. То есть, понимаете, мы и там хорошо, и там хорошо. То есть... Мирно, спокойно, но независимо, что самое главное. Я не считаю, что сегодня есть угроза независимости Беларуси. И вот эти вот попытки... посмотрите, сколько людей считают, что есть угроза независимости Беларуси. Некий сайт, там, типа петиция, Конопадская Анна Анатольевна, развивала тему, собирала там подписи за выход из договора о союзном государстве. 15, по-моему, или 10 даже тысяч человек подписало. Не работающий, более того. То есть, это просто пиарчик такой, по месту схватить, там, не более. Если бы она реально там вышла, как-то что-то там пыталась, там, реальная подпись собрать через какой-то другой сайт, там, вручную. А так это просто хайп. Хайпануть нужно сегодня. Одни хайпуют, там, с флагом выйдут, бело-красно-белый, значит, часть, так скажем, змагаров, подтрымливаем, все плохо, все дрянно. У нас чуть другая позиция. Нам главная работа. То есть, если мы конструктивно работаем, мы приходим к пониманию того, каким у нас должно быть государство, какими должны быть мы, белорусы. То есть, по факту, это все взаимосвязано. Короткий блиц. Такие, только постарайтесь коротко отказывать. Я разумею, что вы, как политолог, можете отказывать долго. Тем не менее, уявим себе ситуацию, вы депутат, заседаете у Палаце прадстаўнікоў, на галасаванне выносіцца прапанова аб'яўляць імпічмент дзеючаму кіраўніку краіны. Ваше галасаванне за, супраць? А для гэтага ёсць падставы? Вы за легалізацыю лёгкіх наркотыкаў? Ці супраць? Я супраць. Таму што гэта будзе, на мой погляд, это будет добавлять желание после вот этих легких перейти на более тяжелое. Вы падтрымліваеце ухвалены дэпутатамі прапанаваны Мінабароны закон об адтэрміноўках? Нет, не падтрымліваю. Гэта я не падтрымліваю. А дэкрэт аб туніяцах, антыдармаецкі, это так званы? Часткова падтрымліваю, часткова не падтрымліваю. Яго трэба дапрацаваць. Як вы ставіцеся да таго, каб дазволіць у Беларусі аднаполыя бракі? Супраць. Грамадства супраць, і я таксама супраць. Смяротнае пакаранне. Наша грамадства не гатова да таго, каб адмяняць смяротнае пакаранне. Вы будете незалежнасць Беларусі бараніць, калі давядзецца, не дай бог, са зброяй у руках? Канечне, калі такое патрэбна будзе, буду. ЕС прапаноўваюць нам уступленне ў Евросоюз. В Европе сейчас кризис. Мы не готовы к вступлению. Не мы не готовы, Европа не готова к тому, чтобы мы к ней присоединялись. І апошняе, вы гатовы ў парламенце працаваць па-беларуску, беларускамоўныя законапраекты прадстаўляць і ўвогуле выступаць на беларускай мове? Конечно, калі будет такое необходимо, я готов. Андрей Башко, сябра цэнтральнага апарата рэспубліканскай партыі. Не праўладная і не мёртвая, калі хто раптам што падумаў. Жывая і апазіцыйная паслуга Андрэя Башко. Дзякуй вялікі. Дякую.